Ну уж кто точно на месте не сидит, и более того, кто точно является активным человеком с активной гражданской позицией, в том числе, это наши гости. У нас сегодня в гостях Абакир Шершенов, Джуманалиева Александра и Расулбеков Бигбол. Вместе ребята инициативная молодежная группа, которая готовит очень интересное событие, мероприятие для нас, для бишкекчан, не только для бишкекчан, надо заметить. Ребята, доброго утра, спасибо, что нашли время, что пришли к нам. Ну, давайте с самого начала, как называется то, что вы задумали, и, в общем-то, какова концепция этой идеи? Вообще, как изначально вы уже упомянули, мирный диалог. Наш семинар называется «Мирный диалог», и уже исходя из названия можем увидеть, да, то, что именно наш проект нацелен на нахождение как раз вот мирного диалога между разными социальными группами. Мы хотим провести трехдневный семинар, целью которого будет как раз нахождение путей для сплоченности молодежи, да, вне зависимости от взглядов, вне зависимости от религии, где ты живешь, да, и так далее. То есть участвовать в этом трехдневном семинаре будет участвовать непосредственно молодежь? Да, и на молодежь. От 18 до 30. Ну вот вы назвали уже несколько таких пунктов, да, где у нас бывают... Ну, конфликты не хочется говорить, но тем не менее, да, какие-то, да, недопонимания. А что еще, если вот так вот пройтись по темам? То есть это религия, это национальные, да, какие-то моменты, что еще? Это, возможно, какие-то взгляды именно молодежи, да, к примеру, у нас есть разные субкультуры, у которых тоже происходит иногда недопонимание, да, убеждения у нашей молодежи разные могут быть. Но мы хотим именно донести то, что мы живем в Кыргызстане, у нас цель одна, развитие нашей страны и, ну, решение каких-то общих проблем, да, вместе. Сплоченно. А вот скажите, пожалуйста, фишкой вот этого трехдневного семинара является, я процитирую, использование методики симуляционной игры. Вы можете рассказать, в чем особенность, чем ваша методика отличается от всех других? Да, как вы уже сказали, это очень интересная методика. То есть это не просто конференция, не просто семинар, где люди собираются, разговаривают, поговорили, ушли. Нет, здесь прописан определенный сценарий. Есть выдуманная страна. Каждый участник выполняет определенную роль. У каждой роли есть свой бэкграунд, свои интересы, которые нужно пролоббировать. Какая цель игры? Чтобы через вот эту сим-игру провести аналогию на ту ситуацию, которая происходит у нас в городе. Вот видел я один фильм «Философия выживания», если не ошибаюсь. Там как раз-таки разыгрывались все эти моменты. Будет ли то же самое проделано здесь или нет? Да, можно сказать так. И здесь важно очень участнику забыть иногда про свои личные интересы как гражданина КР. Он должен действовать по сценарию. Например, в жизни вы, предположим, студент, телеведущий или журналист, но у вас есть уникальная возможность попробовать себя в другой роли и посмотреть на то, как человек абсолютно с другим бэкграундом, с другой профессией смотрит на ту же проблему. То есть вы в жизни эту методику можете применить. Еще такая фишка, вот мы уже озвучили этот семинар для молодежи. Ребят, все, кто хочет попрактиковать навыки ведения переговоров, выступления перед аудиторией, написание мини-проектов, все, кто хотят себя попробовать в роли журналиста, все, пожалуйста, подавайте заявку, будет очень-очень интересно. Вот раскройте завесу тайны. Расскажите, как будет называться эта выдуманная страна. Хотела тоже спросить. Не все секреты можем раскрывать. Ну, пожалуйста, ну, Таиланде, вот есть такое, допустим, определение нашей страны. Если, вот, как называется ваша? У нас такие, ну, названия разные были. Ну, предположить сейчас Эвергриния. Эвергриния, вот, хотим вот так пока что назвать. И там тоже вот роли тоже очень интересны, как Саша упомянула. Вы можете быть в роли политика, да, в роли какого-то преподавателя и так далее. И то есть у вас есть свои задачи, которые вы должны защищать в течение целого дня, да, то есть получается, это, знаете, игра есть мафия. То есть это в виде мафии только на целый день. То есть нужно войти в роль, общаться. Там даже когда уходишь на кофе-брейк, обед, там тоже общаешься, ведешь переговоры, убеждаешь, не выходя из роли. И в конце дня уже все выходят из роли, обратно возвращаемся в Кыргызстан и потом обсуждаем, да, каково это было в роли быть. Каково это было быть политиком в Кыргызстане, например. Точно. Абакир, вопрос к вам. У вас какая будет роль? Вы только в роли организаторов, инициаторов или все-таки самим тоже придется поиграть? У нас мы будем в роли фасилитаторов, будем показывать пути, направлять их по правильному пути, да, вот. Ну, то есть, например, если я в этой игре буду, ну, как уже сказано, да, политиком, я могу в какой-то ситуации... Взбодоражить общественность и взять власть в свои руки. Это хотелось бы, да. Но в ситуации, когда я в замешательстве, я могу обратиться к вам, и вы что-то порекомендуете. Да, конечно, без проблем можете к нам обратиться, мы вам можем порекомендовать. Вот были бы такие люди на самом деле, да? Куда могли бы наши политики обратиться и им что-то дельное порекомендовали? Ну, давайте не о политике. Вот скажите, пожалуйста, вы не думаете, что ваш семинар может привести, допустим, к новым недопониманиям? Возможно ли, что все ваши участники
разобьются на технократов и ретроградов, допустим, и будут вести ожесточенные дебаты по этому поводу? Ну, во-первых, цель, как мы уже сказали, построение мирного диалога. Даже есть определенный сценарий, он не просто делит участников на разные группы. То есть участникам в этой роли нужно прийти к общему решению. Там есть своя проблема, которую ребята обязательно должны решить. И все усилия, в частности, нас, фасилитаторов, будут направлены на то, чтобы ребят скоординировать. В итоге они должны принять одно мирное решение, то есть разногласий быть не может. Но человеческий фактор есть человеческий фактор, Ну да, для этого безусловно. есть мы. Но получается, в вашей игре есть не только социальная составляющая, но и психологическая, правильно? Всё верно. Ну, то есть каждый из вас немножко должен быть еще и психологом. Да, есть такой очень важный момент, тоже одна из целей, это, скажем так, преодолеть стереотипы. Для этого нужен некий психологический подход, мы это тоже будем использовать. Вот. Ребят, ну а у вас лично был такой опыт? Вы играли сами в эту игру? Мы тоже вот, ну, пытались, посмотрели, да, каково это изнутри. Перед тем, как проводить ребятам, конечно же, нужно посмотреть. Это, на самом деле, тоже очень было интересно. Мы утром тоже вошли в роль. Какие у вас были роли? Мне просто У интересно. меня был историк, то есть Так. преподаватель истории. У вас какие были? Я была журналистом. Я был бизнес-вумен. Бизнес-вумен, да, вот. Я был, да, у меня Папа, была не там скажешь? цех, да, я был богатым, у меня был брат министром образования был. Отличная семья. Вот, да, да. То есть, смотрите, мы там тоже, некоторые моменты есть, в котором тоже, к примеру, дается возможность, да, к примеру, если бизнесмен, то мы смотрим, к примеру, он будет ли лоббировать свои интересы, да, там, продвижение своего бизнеса, вместо решения проблемы. Здесь тоже ребята как раз посмотрят, да. Вот как уже Саша говорил, вроде бы у всех у них интересы разные, задачи разные, но в конце они должны прийти к общему решению. Да? Какое количество людей итого примет участие в ваших семинарах? Всего 24 человека поучаствуют именно в нашем семинаре. В Карабалте и Бишкеке тоже 24. Ну, тоже взяли такое малое количество, потому что тоже, ну, чтобы донести... Ну, взяли фокус-группу, можно Да, именно сказать. фокус-группу, да. Ну а скажите, вот тогда, когда вы распределяли роли, вы же неспроста наверняка составляли номенклатуру, да, вот этих вот профессий в том числе. Как вот именно этот процесс происходил? Почему там есть одни профессии, но нет других? Но опять же, мы все проводим с аналогией с нашей страны, потому что все равно это будет направлено на Кыргызстан. И просто элементарно обычное исследование, наиболее важнейшие роли, фигуры в любой стране. Ну, смотрите, самое интересное то, что после вот этих 3 дней, то есть у нас 3 дня, да, то есть первая это теоретическая, вторая практическая, как раз через симуляционную игру, а третья вот идет разработка реальных проектов для решения вот проблем. Для карабалтинцев это городе Карабалта, для бишкекчан это Бишкек, да. То есть 3-й день они целый день будут разрабатывать свой проект, то есть будут вдаваться мини-грант, вот, как раз забыли, как раз упомянуть. То есть при поддержке Госагентства по делам молодежи, агентства... То есть гранты Да. настоящие? Да, гранты настоящие, деньги настоящие. Не так это показывается. Ну, а у вас будет валюта какая-то внутри страны вымышленная? Нет, смотрите, здесь Нет, очень важный акцент. Гранты пишут не в роли, гранты пишут уже настоящий участники проект. города Бишкек или Да, города это важно. Карабалта. Это 3-й день. Ну а И- все-таки про валюту мне интересно. Это в не стране. имеет значения, нет, да, это не имеет. цель Ага. абсолютно другая, да. Но ребята за написание мини-грантов, у них есть мини-проектов, извиняюсь, у них есть возможность получить мини-грант и на Настоящий, самом да. деле привести свой Реализовать. проект в жизнь и реализовать здесь, в Кыргызстане, в Бишкеке или в Карабалте. Это очень важно. То есть, смотрите, после вот проведения нашего 3-дневного семинара какие-то команды, они выиграют вот эти мини-гранты, да, определенную сумму для реализации своего проекта. После чего где-то в течение месяца, в течение 2 месяцев они реализуют проект, после чего снова будет круглый стол, в который мы как раз приглашаем 10-й отдел МВД, да, ГКМБ. Все серьезно, Да, если государственная- ГКНБ там Да, на появляется. самом деле это серьезно, именно для решения вот настоящих проблем нашего общества, да, Здорово. между социальными группами. Здорово. Это очень классно, что это не просто игра, но что эта игра Как дает ты показала с отпечаток реальными грантами. Да. Спасибо огромное за то, что вы делаете. Мы вам желаем успехов. Пусть все пройдет на высшем уровне. И, естественно, на первом таком опыте это не заканчивается. Пусть это будет отличной традицией. И- 28 Спасибо городов в большое. Кыргызстане, есть куда расти, есть где проводить вам. Да. И можно ли сказать, где они могут зарегистрироваться? Куда вы говорите? Говорите в никуда. Да. На самом деле, именно в Фейсбуке, Facebook это отличная платформа, в которой тоже можно зарегистрироваться. У нас есть, как вы знаете, в Фейсбуке есть отдельный раздел мероприятия. Кто хочет поучаствовать, вы нажимаете на мероприятие, заходите, «Мирный диалог 2017», Карабалта, тогда. И там есть анкета, в которой они заполняют, после Не чего все мы так принимаем. просто, Оля, Да. не все так просто. И Ну, насчет дат, Можно добавить, да? Да, конечно. Даты, получается, совсем скоро пройдут в Карабалте, с 26 по 28 мая. В Карабалтинском техническом и экономическом колледже. Да? А в Бишкеке пройдет 10 по 11 июня
Ну, пока еще с местом еще решаем. Ну, да. есть еще время присоединиться к ребятам. Спасибо вам огромное за визит. Я напомню, что у нас в гостях сегодня были Абакир Шершенов, Джуманалиева Александра и Расулбеков Бекбол, инициативная молодежная группа. Спасибо огромное, приятно. доброго дня. Ну, а мы будем продолжать разговаривать про активный образ жизни и, конечно же, ждем вас в нашем эфире. Никуда не переключайтесь.